Проблемы этнических кыргызов, проживающих в горах Памира, обсуждаются в парламенте Кыргызстана не первый год. На данный момент переселить людей, живущих в экстремальных условиях, на историческую родину не представляется возможным, однако раз в год кыргызстанские власти отправляют в высокогорные населенные пункты гуманитарную помощь. Последняя подобная поездка состоялась в октябре текущего года. Вместе с представителями Государственной службы миграции в экспедицию вошли и медики, которые осмотрели около 350 человек и привезли с собой препараты первой необходимости. Пресс-секретарь Госслужбы миграции Айсулу Исабек-кызы была в числе членов экспедиции и расскажет нам о своих впечатлениях от поездки. Айсулу, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Вы были в составе экспедиции на Малый и Большой Памир и видели, в каких условиях проживают этнические кыргызы в горах. Расскажите о своих впечатлениях, что вам запомнилось больше всего? Впечатление, у меня впечатление оставило то, что у них очень тяжелые климатические условия. 4,5 метров над уровнем моря, и это, мне кажется, мы там по 2 дня, по 3 дня прожили и еле как все это выдержали. Но люди привыкли к этому, живут с этим. Впечатление мне очень произвели, как они настырно, с этим позитивом идут вперед. Несмотря ни на что, выживают, живут, радуются каким-то элементарным вещам. Но сравнивая нашу с вами жизнь здесь, я говорю своим друзьям, близким, родственникам, что у нас все нормально, да, потому что грех жаловаться. И на таких условиях люди радуются, живут, оптимизм их и выдержка, не знаю, очень у них это с избытком, да, потому что без этого, мне кажется, нельзя там прожить. Ну, еще от каких-то... Я там была впервые, природа очень впечатлила меня, потому что там очень красивые высокие горы. Но там, конечно, ничего не растет, но все равно мне очень понравились горы. Ну, условия жизни у них, условия жизни очень тяжелые в действительности. Никаких каких-то наших комфортабельных условий у них нет. Айсулу, с какими проблемами и трудностями кыргызы на Памире и в какой помощи они нуждаются в большей степени? Ну, во-первых, на следующую гуманитарную экспедицию они просили эти строительные материалы, чтобы как-то уже кардинально решить свои вопросы в постройке поликлиник, там, школ, хотя бы медпункт, да, однокомнатный. Еще побольше одежды, медикаментов каких-то тоже редких от заболеваний. И продуктов больше содержащих витаминов, каких-то более фруктов, овощей. Я думаю, на следующий год учтем вот эти вот моменты. Вопрос о том, чтобы перевести этнических кыргызов с Памира на историческую родину, не раз поднимался в парламенте, сейчас это обсуждение приостановлено. Предпринимаются ли какие-либо действия по этому вопросу в данный момент? Чем правительство может помочь этим людям, помимо гумпомощи раз в год? Ну, насчет этого, я думаю, что это межгосударственные, межправительственные, нужно быть соглашения, какие-то договоренности, потом на уровне международных договоренностей, соглашений и решить этот вопрос. Но на данный момент Госслужба миграции хочет привести детей на обучение, хотя бы первоначально 10-15 детей, которые смогли бы здесь учиться, получить образование, и хотя бы, если их даже не привезем, хотя бы обратно ехать туда и помогать своим родственникам, родителям лечить и обучать их.
Спасибо, Айсулу. А я напомню, что в жизни этнических кыргызов на Большом и Малом Памире мы поговорили с пресс-секретарем Государственной службы миграции Айсулу Исабеккызы.